Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. И вот мы в ходе выборной кампании, вообще в последние месяцы, видим все новые и новые попытки российских властей действовать так, как будто история – это политика, опрокинутая в прошлое. И мы сегодня попробуем понять, что на этом историческом фронте, как говорили в 30-е годы, ждет дальше. Эту проблему обсудят адвокат Ирина Фадеева, политик Виктор Алкснис, профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов, юрист Генри Резник и глава Совета Вольного исторического общества Никита Соколов. Повод для нашего разговора дал 1 сентября Верховный суд России. Он рассмотрел апелляцию пермяка Владимира Лузгина. Он приговорен был в конце июня к штрафу в 200 тысяч рублей за реабилитацию фашизма. Несмотря на выступления адвокатов, это Ирина Фадеева и Генри Резник, Верховный суд оставил в силе действующий приговор. Теперь о сути этого дела. В декабре 2014 года Лузгин сделал репост статьи «15 фактов о бандеровцах» или «О чем молчит Кремль». Там есть буквально два предложения. Вот я процитирую. «Коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. То есть коммунизм и нацизм тесно сотрудничали». И вот Пермский краевой суд и постановил, что это заведомо ложные утверждения, они якобы противоречат фактам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Я хочу обратиться к адвокату, прежде всего, пострадавшего в этом процессе. Это Ирина Фадеева. Ирина Владимировна у нас должна быть на телефонной связи, и к ней тогда, собственно, вопрос. Не могли бы вы нам рассказать о сути процесса, вот о той ранней части, когда вы приняли защиту Виктора, и вообще мог ли он пойти по пути, скажем, капитуляции, покаяться, признать мнимую вину и отделаться более мягким наказанием? Ну, собственно, да, если говорить об истории вопроса, то, собственно говоря, это была попытка сделана. Надо сказать, что дело было возбуждено в сентябре 2015 года и расследовалось на протяжении полугода. В то время там работал по делу другой адвокат, и итогом работы на следствии было ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства. Поскольку Лузгин прекрасно понимал, что если дело возбуждено, то на оправдательный приговор рассчитывать ему не приходится. И с тем, чтобы минимизировать, собственно, риски, это ходатайство было заявлено, но при этом он утверждал, что статью он считал правдивой. Собственно, с этой позиции он вышел и в суд. В порядке особого производства дело было рассмотрено. Лузгин говорил о том, что я вину признаю, но статью считал правдивой. Суд ушел в совещательную комнату для постановления приговора, но вернулся оттуда с определением, указав, что при такой позиции Лузгина приговор в порядке особого производства постановлен быть не может, и вышел уже в общий порядок рассмотрения дела, и вот на этой стадии уже к делу подключилась я. Скажите, на ваш взгляд, в чем главное нарушение прав вашего подзащитного? Ну, на мой взгляд, главное нарушение прав моего подзащитного, процессуальных нарушений не было, сразу скажу. А вот сущностно, я полагаю, что, наверное, главное нарушение состояло в том, что была неграмотно, неквалифицированно проведена комплексная экспертиза, выводы которой, по сути, и были положены в основу приговора суда первой инстанции. Ну, то есть эксперт, насколько я понимаю, не был специалистом по этому периоду. Он говорит, что он востоковед, если я не ошибаюсь, в своих, так сказать, биографических данных. Вы знаете, по экспертам это вообще песня. Дело в том, что был допрошен в качестве свидетеля вот тот самый востоковед, который специалист по религиям. Но помимо этого была проведена экспертиза комплексная 4 специалистами в ранге кандидатов наук, не ниже. Она была комплексная. Были там лингвисты, был историк и был юрист. Но эта экспертиза была проведена в рамках нашего классического государственного университета. И именно выводы этой экспертизы легли в основу приговора. Ну что ж, так, поскольку в основе приговора находится историческая экспертиза, то я тогда обращусь к находящимся у нас в студии историкам. Ну, прежде всего, к Андрею Зубову для начала, как редактору большого, так сказать, двухтомника по истории России. Естественно, там есть и период, о котором мы говорим, начало Второй мировой войны. Добрый вечер, Андрей Борисович. Добрый вечер. Ну и вот вопрос, собственно, вот об этой самой фразе, которая поставлена
поставлено в вину, значит, Лузгину. Ну и, соответственно, это вот первый такой приговор за реабилитацию фашизма. Вот, собственно, как бы вы, как эксперт, оценили бы эту фразу? Я бы, как эксперт, сказал, что это абсолютно исторически адекватное утверждение. Оно абсолютно правильно. С точки зрения вероятностей, возможностей, скорее всего, если бы не был заключен пакт Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года, война бы не началась, нападения на Польшу бы не было. Германия не решилась бы напасть на Польшу, если бы Советский Союз заключил бы пакты на взаимопомощи и ненападений с Великобританией и Францией. Как-то переговоры шли параллельно, как известно, все лето и особенно интенсивно в августе. Я бы в качестве экспертизы запросил бы источник. Этот источник до сих пор секретен. И до сих пор по нему историки спорят. Было ли некое совещание у Сталина, или селекторное, или непосредственно, или заседание Политбюро 19 августа, на котором принято было решение идти вместе с Гитлером, а не идти вместе с Англией и Францией. И якобы на этом заседании Сталин сказал определенные слова, которые в своих мемуарах, даже в своей дневниковой записи, простите, на русском языке воспроизводит Георгий Дмитров. И адекватность этих записей, датированных 3 или 4 сентября, он пишет, что то же самое Сталин говорил ему вот 3 и 4 сентября, или 4 сентября 1939 года. Вот, адекватность этих записей, после того, как рассекречен и опубликован этот дневник Дмитрова, не представляет никакого сомнения. Соответственно, мысли о том, что для Советского Союза выгоден не союз с Англией и Францией, а союз с Германией, звучал из уст Сталина. Очевидно, что этот союз – это начало Второй мировой войны. Гитлер об этом открыто говорил своим генералам после заключения пакта Молотов-Риббентроп, что теперь у нас путь к реализации плана Вайс открыт, то есть нападение на Польшу. И, соответственно, всем известно, что 17 сентября Красная Армия, разорвав дипломатические отношения с Польшей, перешла к границе Польши, восточной границы Польши, и фактически страна Польша была разделена между Советским Союзом и Германией. Об этом откровенно сказал Молотов в заседании, если мне не изменяет память, 30 октября 1939 года, что понадобился один удар германской армии, а потом один удар Красной армии, чтобы перестала существовать буржуазная Польша, это уродливое детище Версальского договора. Мне кажется, что вот в свете этих и многих других фактов, в том числе и сотрудничества советских и нацистских вермахта в Польше, в целом ряде мест, в том числе и в районе Львова, по подавлению польской армии, говорит совершенно очевидно о том, что две страны, Советский Союз, возглавляемый Сталиным, и Германия, возглавляемая Гитлером, завоевали и разделили польское государство, тем самым вызвав, естественно, Вторую мировую войну, которая началась 3 сентября объявлением войны Англии, Франции, Германии. И поэтому все, что утверждает здесь этот господин Лузгин, по-моему, да? Вот. Он даже не утверждает, он ссылается на некий текст. Да, вот то, что утверждает этот текст, это абсолютно точно, абсолютно правильно. И в этом смысле я как эксперт в области истории 20 века российской считаю, что этот приговор – это возмутительное невежество, не говоря уже о политической ангажированности. Да, ну вот у меня подозрение, что суд цеплялся, я не знаю, вот сейчас я Ирину Валерьевну спрошу, может быть, вот за слова «совместно напали». Прав я или нет? Нет. Уместно сказать, что ведь, как я уже сказала, материалы пошли в суд для рассмотрения в порядке особого производства. И, соответственно, в общем-то, доказательств особых вины Лузгина в деле-то и нет. Там даже, извините, отсутствовал вплоть до стадии дополнения текста трибунала в Нюрнберге. Вот. Поэтому суд не пошел на такой глубокий анализ. Суд сослался в значительной степени на 4 по истории Лузгина, исходя из данных его аттестата об окончании средней школы. То есть, если бы он учился на 5, ему бы больше дали?
Ну да, наверное, да. А на двойку оправдали вы? Видимо, да. Вот видите, значит, надо учиться плохо по истории. Давайте мы послушаем теперь Виктора Аукснеса. Я подозреваю, что у Виктора Имонтовича несколько иной взгляд на проблему. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, действительно, у меня несколько иной взгляд на это событие. Я считаю, что мало дали, что надо было давать побольше. Почему? Ну, во-первых, пытаться сегодня, с позиции сегодняшнего дня, судить тех, кто тогда, в 1938-1939 году, принимал судьбоносные решения, но это, по крайней мере, наивно или глупо. Вот господин Зубов, крупнейший наш эксперт, как он представляется, этого периода, почему-то забывает, что почти за год до этого, в октябре 1938 года, та самая несчастная Польша, которая вроде сегодня белая и пушистая, вместе с Германией разделила Чехословакию и захватила Тешинскую область Чехословакии. А какое это имеет отношение? А это имеет прямое отношение к тому, что в тот период, предвоенный период, все страны делили Европу, делили территории, делили последствия Версальского договора, и пытаться представить, что вот Советский Союз был такой вот негодяй, что вот он взял и объединился со Сталиным. А я хочу напомнить, что те самые переговоры с Англией и Францией, которые проводились, ничем не заканчивались. И прекрасно советское руководство прекрасно ощущало приближение войны, и им надо было выбирать, что делать. Или оставаться один на один с Гитлером, или наоборот, попытаться отодвинуть угрозу войны. И я считаю, что вот тот пакт Молотова-Риббентропа, который был заключен тогда в августе 1939 года, это высочайшее достижение советской дипломатии. И именно благодаря этому... И советско-польская война, и удар в спину Польши, это тоже, значит, величайшее достижение. Я хочу вам напомнить, что Польша в свое время отхватила у нас часть нашей, российской территории, получив ее в результате той войны. Мне кажется, что у вас с географией не очень хорошо. Вообще-то это территория Украины, насколько я помню, и Белоруссии. Украины тогда не было еще. Это сейчас тогда... Как? Украинская Народная Республика была. Подождите, тогда появилось много разных образований на территории бывшей Российской империи. Но они все не имели законного статуса. Я напомню, что, например, независимость прибалтийских государств была признана Западом только в 1921 году, после того, как Советская Россия признала независимость. Ну, легитимность РСФСР тоже можно оспаривать. Я хотел бы услышать все-таки ваш тезис. А почему мало дали-то? За что давать-то тут? А потому что, извините, издеваться над нашей историей и пытаться приравнять нашу страну к фашистской Германии, но это, я считаю, преступлением. И я, еще повторяю, считаю, что мало этому молодому человеку дали. Понятно. Это позиция политика, состоящего в выдающейся партии «Справедливая Россия». Давайте к Никите Соколову тогда обратимся, тоже эксперту, тоже историку, кандидат исторических наук, один из руководителей Вольного исторического общества. Собственно, я знаю, что ваше общество, оно выступило в защиту и Лузгина, и, собственно, свободы высказываний на исторические темы. Не могли бы вы обосновать свою позицию? Нам представляется, и тут я имею возможность говорить от лица всего общества, что принятые ограничительные законы, так называемые мемориальные в России, они чрезвычайно опасны для науки российской и опасны для гражданского общества России, которое останется без научного мерила в отношении событий прошлого. Дело в том, что попытка привязать и сделать как бы мерилом истины в последней инстанции постановление Нюрнбергского трибунала с научной точки зрения чрезвычайно сомнительно. Ведь Нюрнбергский трибунал был создан победителями на особых политических условиях и рассматривал только деяния германского руководства. Ни деяния союзников, ни деяния советские довоенные в 1939-1941 году Нюрнберг просто не обсуждал. Таковы были условия. Вот это вот и удивительно, потому что речь в данном случае идет о событиях, которые не обсуждались, скажем, участие Советского Союза в оккупации Польши в 1939 году. Поэтому ссылка в этом приговоре на приговор Нюрнбергского трибунала совершенно лживая. Деяние Лузгина не подлежит этой статье.
Если всерьез относиться к этой если всерьез закону. относиться и как бы держаться фактов, а не измышлений. А если говорить вот о тезисах, которые эмоционально высказал господин Аукснис сейчас, что это выдающееся достижение, значит, дипломатии Советского Союза, и тот, кто покусится на этот, ну, я бы сказал, миф, а ему, наверное, кажется, что это не миф, а великая действительно победа товарища Сталина, того надо, значит, заможая и в ГУЛАГ посадить. Ну, здесь мы находимся как бы в разных ракурсах. Я все-таки отстаиваю научную историю, и научная история не может отрицать тот факт, что с 23 августа 1939 года Советский Союз и Германия фашистская тесно сотрудничали, заключив секретный протокол к пакту, в результате которого была поделена Восточная и Центральная Европа. Дальше разворачивалось грандиозное экономическое сотрудничество. Ведь, собственно, значительная часть германской военной мощи образовалась ровно в этот промежуток от 1939 до 1941 года благодаря советским поставкам стратегических материалов, продовольствия, нефти, бензина. Без этого бы ничего у Третьего рейха не получилось. И военное сотрудничество. Военное сотрудничество разворачивалось, собственно, не прекращаясь практически. С 20-х годов, когда по Версальскому договору Германии было запрещено устраивать военные училища и тренировочные лагеря, и германские офицеры воспитывались и проходили обучение на территории Советской России. Андрей Борисович, я все-таки не могу не дать вам возможность высказаться вот об этом тезисе, что это был пакт, это выдающееся достижение дипломатии. Ну, понимаете, это оценочное суждение, и каждый человек имеет право думать, как он хочет, понимаете ли. Здесь тоже суд ни при чем. Кто-то может считать, что Наполеон нес прогресс и развитие на своих штыках в России. Кто-то мог считать, что Александр I нес прогресс и развитие на своих штыках в Париж в 2014 году. Это вопрос вкусовой. Вот, господину Аукснису кажется так. Но, безусловно, ясно, и я здесь готов сказать наверняка две вещи. Германия никогда бы не напала в 1939 году на Советский Союз, просто потому что силы Германии до войны с Польшей и вообще до того, как она подчинила себе Польшу, были несоизмеримо меньше военных сил Советского Союза. Советская армия и советское, значит, техническое оснащение, танки, самолеты в несколько раз превосходили потенциал вермахта. Так что думать о том, что немцы напали бы на Советский Союз, невозможно. Тем более, что и границы общей не было. Значит, если не было бы заключен пакт Молотов-Риббентроп, а был бы заключен новая Антанта, скажем так, с Англией и Францией, то война бы не началась в 1939 году наверняка. Таким образом, возможно бы, как-нибудь потом бы все образовалось, я не пытаюсь фантазировать дальше, но именно заключение этого пакта открыло возможность мировой войны в Европе. Теперь. Что признал, простите, я в это место вставлю, что признал сам Гитлер на совещании со своим генштабом 22 августа 1939 года. Конечно, не 22-го, а позже. Он накануне. Он сказал, что все уже, мы договорились, и путь открыт. Формальности заключены были на следующий день, но 22-го он собрал генералитет и сказал, что в ближайшее время мы пойдем на Польшу. Да, все, план Вайс путь солдатам открыт. Да. Вот, теперь, значит, другой момент. Он связан с тем, что Сталин думал в иной плоскости. Он предполагал, что, захватив Польшу, поделив Восточную Европу, Гитлер обрушится. Да, Англия и Франция объявят войну, это он понимал, потому что был договор, и, соответственно, Гитлер обрушится на Англию и Францию, раздавит их. Или же не раздавит, а начнется затяжная, как в Первую мировую, тяжелейшая война на Западном фронте. И Сталин явится, возможно, как союзник Англии и Франции, но как третий радующийся, когда две страны измотают друг друга и освободит в кавычках, то есть коммунизирует всю Европу до Ла-Манша, а может быть до Атлантического океана. Вот, собственно, был план Сталина, он о нем говорил Дмитрову, но получилось совершенно иначе. Гитлер сделал глупость.
конечно, стратегическую глупость. Он, не уничтожив Англию, он ее не мог уничтожить, оказалось, что это невозможно, и он после этого решил напасть на Советский Союз, чтобы сначала уничтожить Советский Союз, а потом всеми силами уничтожить Англию. Это была огромная ошибка с его стороны, стратегическая ошибка. В итоге война, в итоге 27 миллионов погибших наших граждан. В ответ за этих погибших граждан лежит, к сожалению, в значительной степени на безумной, неумелой, буквально политики сапожника. Понимаете, Сталин сын сапожника, и он действовал как сапожник в международных отношениях, и поэтому, да, Россия выиграла колоссальной кровью, на 27 миллионов людей, на его ответственности, результат его авантюристической политики. А как быть с тезисом о том, что все были злодеями, делили, я имею в виду государство, делили Европу, обрушивали Версальскую систему, и ответственность всех за войну равная? Ну, тут, правда, вот не дошли мы до каких-то уже ярких совершенно сюжетов. Были же выступления там какого-то военного историка Ковалева, я видел, что Польша зря не капитулировала, это, правда, в 2008 году, еще до этого славного закона, перед Гитлером, потому что он, в общем, небольшие требования к ней выдвигал. Ну, там, коридор, Данциг и так далее. Ну, и антикоминтерновский пакт. Да-да-да. Вот. А они вот зря не сдались Гитлеру. Надо было сдаться, надо сказать, что, да, слава богу, в Польше нет закона, кто позволяет за это судить. А вот этот закон, кстати говоря, там у них как раз обсуждается. Да. Он на ходу. И ничего хорошего в этом нет, кстати. Ничего хорошего в этом нет. Это, кстати говоря, еще один закон, который, если бы он был бы принят, ограничивал бы свободу исторического дискурса, если говорить серьезно. Поэтому я против всех таких законов. Историк имеет право обсуждать все. Понимаете, нет вещей, так же, как врач имеет право изучать любые части человека, если человек болен. Так все-таки ответственность разная или равная, как сказал господин Алксис? Я хотел бы сказать господину Алксису, пусть он посмотрит на результаты Второй мировой войны. Англия и Франция не взяли ни квадратного километра у побежденной Италии и у побежденной Германии. То есть границы, какие были после Первой мировой войны, такие и остались. Соответственно, Советский Союз, как известно, и страны им завоеванные, та же Польша, пересмотрели все границы. Да, конечно, то, что Польша воспользовалась падением Чехословакии и отхватила себе часть Тешинского воеводства, это стыдно, и за это уже Польша не раз просила прощения, но это ровным счетом не значит, что все вели себя так. Заключив Мюнхенское соглашение, так называемый Мюнхенский сговор, Англия и Франция действительно отдали Чехословакию Гитлеру, но сами от этого получили только одно – отсрочку войны. Они не получили ни одного километра никакой территории. Поэтому здесь принципиальная разница между политикой Сталина, который все время хотел земель. Он хотел Финляндию, хотел Прибалтику, хотел Польшу, потом стал требовать у Гитлера в 1940 году переговоры Молотова в Берлине, Восточные Балканы и проливы, Болгарию, Румынию и Босфор, Дарданеллы. Гитлер ему не дал, переговоры сорвались. Он слишком много хочет, сказал Гитлер Риббентропу. И он наглый вымогатель, он даже такие слова сказал. Гитлер, Сталин – это наглый вымогатель. Вот. Но это политика именно тоталитарных режимов. Ничего подобного, конечно, не делали западные страны. Хорошо, я дам минутку все-таки на возражение Виктора Алкснису, а потом мы продолжим на юридические темы, еще есть ряд вопросов. Виктор Иванович, ну вы, наверное, теперь довольны, мы тут вот критикуем там сталинскую политику и так далее, а в это время, значит, министр культуры там памятники Сталину открывает, там другой губернатор предлагает аэропорт в Волгограде назвать Сталинградским. И, в общем, государственная политика поворачивается в вашу вот эту самую сталинистскую сторону. Ну, правда, я не очень понимаю, почему в «Справедливой России» вам бы, наверное, в другой партии надо было состоять. Ну, тем не менее, вот ваш комментарий. Ну, мой комментарий заключается в следующем, что недопустимо плевать в прошлое. И, как в свое время сказал Расул Гамзатов, если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Так вот, эти попытки принизить роль, в том числе и Сталина, а я напомню, что я в свое время был жесточайшим критиком Сталина, поскольку моя семья серьезно пострадала в годы сталинских репрессий. Мой дед, начальник ВВС Красной Армии, был расстрелян в 1938 году, бабушка отсидела 15 лет, и я воспитывался в семье антисталинской. Но впоследствии, постепенно, я пришел к осознанию, что Сталин был не только злодеем,
действовавшим, да, действительно, и осуществившим эти массовые репрессии, но это был величайший государственный деятель. И вот на каких весах взвесить вот это вот, что больше там было, страшного или позитивного. И мне нравится китайская точка зрения к фигуре Мао Цзэдуна, которые говорят, что да, у Мао Цзэдуна было все, и плохое, и хорошее. Но Мао Цзэдун был на 60% хорошим, а на 40% плохим. А Сталину вы сколько отмеряете хорошего? Ну, я лично считаю, что человек, который привел Россию, подчеркиваю, Россию, историческую Россию, на пьедестал второй сверхдержавы в мире, и 45-й год это был триумф Сталина, это был триумф России. Такого в ее истории никогда не было. 27 миллионов тоже не убивали никогда. Да, конечно. Это же тяжелая цена за эту победу, за великую победу. А как насчет 37-го года еще миллион расстрелянных? И пытаться ее опошлить. Хотя бы в память о тех 27 миллионах людей, которые отдали свою жизнь, чтобы над Рейхстагом взвилось красное знамя победы. И миллион умер в ГУЛАГе, не забывайте. Я хотел бы теперь, значит, госпожу Фадееву еще спросить. Все-таки надо вернуться к конкретному человеку и его судьбе. Вот как вы считаете, это дело, оно юридическое или все-таки какое-то иное? То есть там связано с тем, что публикация была украинская. В этой публикации, ну, скажем так, объяснялась политика в отношении национально-освободительного движения украинского и так далее. Может быть, дело все в этом на самом деле? Ну, видите, я юрист, и я привыкла оперировать теми фактами, которые мне известны. Я еще раз говорю, на следствии я не работала и, соответственно, не имела возможности общаться как со следователем, так и с оперативными сотрудниками, с тем, чтобы выяснить, скажем, их какие-то внутренние побудительные мотивы. Но на поверхности очевидно совершенно тот, кто статью эту читал. Кстати сказать, я так думаю, что с учетом того интереса, который вокруг этого дела возникло, прочитало гораздо больше людей эту статью, нежели, скажем, первоначально там прочитало 20 человек, как следует из материалов следствия, на странице Лузгина. Поэтому, лично я какую-то политическую составляющую здесь не вижу, ибо я вступила в стадию судебного разбирательства, как я уже сказала. И, пользуясь случаем, вот с интересом слушая дискуссию историков, профессионалов, я бы хотела сказать, что ведь закон-то сформулирован немножко по-другому. Там ведь 3 части, по сути дела, в этой статье. Это одобрение преступлений, осужденных Нюрнбергским трибуналом, опровержение фактов, установленных трибуналом Нюрнберга, а равно распространение заведомо ложных сведений о роли СССР в годы Второй мировой войны. И вот в этой ситуации непонятно, что может здесь служить мерилом истины. Какие сведения ложные, а какие истинные. Ну вот вы на учебник, насколько я понимаю, ссылались на учебники, по которым Лузгин изучал историю, да? И это не был аргумент для суда? Ну, для Верховного суда это аргументом не было. Дело в том, что, видите, в судебном заседании первой инстанции в нашем краевом суде прокурор в подтверждение заведомой ложности сведений принес, вот повторяю, аттестат, где указана была эта 4 по истории. Соответственно, я в прениях говорила о том, что оценка сама по себе – это только лишь оценка. Надо, в общем, понимать те учебные планы, надо смотреть те учебники и, соответственно, уже дальше, применительно к этому, и смотреть на ту оценку, которую человек поимел по этим знаниям, которые были вложены ему в голову. Ну, суд, собственно говоря, мои контраргументы не воспринял. Более того, в приговоре прямо указал, что вот эта самая 4 по истории, по мнению суда, является как раз тем, что он, Лузгин имеется в виду, как раз обладал достаточными сведениями о том, как события проистекали. И вот именно исходя из этой логики приговора, я и приобщила к своей апелляционной жалобе те учебные пособия, а Лузгин он 78-го года, и школу он закончил в 95-м году. Поэтому, вот, собственно говоря, он, конечно, историк, да он и не историк, безусловно, и не такого высокого полета, как сегодняшние участники дискуссии. Он просто-напросто обычный парнишка, который заканчивал среднюю школу, а затем поступал в политехнический институт и, соответственно, готовился по пособию для поступающих в вузы. И вот поэтому в этих учебниках, именно 94-го, 95-го года, по которым он учился в школе, и по которому он, собственно, 4-ку-то и получил, открытым текстом имеет место быть
и ссылка на доклад Молотова на заседании Верховного Совета 31 октября 1939 года, вот возвращаясь к цитате про уродливое детище Версальского договора. В этих пособиях прямо указано, что с 1 сентября 1939 года до 22 июня 1941 года первый период Второй мировой войны, когда СССР и Германия в соответствии с секретным протоколом и договором о дружбе и границе осуществляют присоединение и захват территории ранее независимых государств. Эта цитата. Передо мной лежит учебник истории Отечества, учебное пособие 1994 года, которое было выпущено под грифом Министерства образования Российской Федерации. И вот все 5 учебных пособий, которые я приобщала к апелляционной жалобе, они все рекомендованы именно Министерством образования, то есть это не какие-то подпольные самоиздатовские книжки, это вот даже пособие для поступающих в вузы «История России с древности до наших дней». Точно так же здесь вот именно эта точка зрения и изложена. Более того, я даже приобщила к своей жалобе энциклопедию для детей, 5-й том, Москва, Аванта, 95-й год. Я думаю, что во многих семьях до сих пор вот эти красивые тома энциклопедии есть по биологии, по географии, в том числе и по истории. Вот эта энциклопедия была издана и рекомендована тоже не только для детей среднего и старшего возраста, преподавателей и родителей, а также всех тех, кто интересуется историей России. И вышедшие тома рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся. И вот в этой энциклопедии для детей фотографии совместного советско-германского парада войск в Бресте, 1939 год. Далее фотография, где подпись «Германские солдаты угощают красноармейцев сигаретами во время встречи на линии раздела Польши 20 сентября 1939 года». Ну так теперь это получается все заведомо ложные утверждения? Так в чем вся и соль, понимаете? И ведь, собственно, выступая в Верховном суде, Алузгин сказал, что я виноват в том, что я хорошо учился, что я вот все знания... Ну, в общем, да, мы, конечно, можем улыбнуться, но вообще это совершенно ужасно. Я вот к Никите Соколову тут обращусь. Ну, что получается? Получается, что решение Верховного суда обрушивает всю систему, значит, образования, которая была до того, обрушивает исторические факты, о которых мы знаем, там есть архивные документы и так далее, что вот человек возьмет теперь и скажет, коммунисты и нацисты тесно сотрудничали, процитирует Молотова, и на радость Виктору Имонтовичу Алкснису, я уж извиняюсь, я ему тоже дам слово, пойдет уже, не, может быть, даже не на штраф, там 200 тысяч рублей, а в тюрьму, вот, потому что там до 3 лет можно дать при желании. Нет, значит, решение судебное, безусловно, возмутительное, потому что совершенно нет смысла ограничиваться учебниками 90-х годов. До сих пор, слава богу, не существует школьного учебника, где бы отрицалось факт сотрудничества Советской России с Германией накануне, начиная с 1939 года, в экономической, военно-технической и в политической сфере по разделу Восточного. Это отрицать невозможно. Это твердо установленные научные, значит, за это наукой будут сажать факты. тогда? Получается, что современная Россия переходит в разряд тоталитарных государств, где за высказывание мнения, вот, отличающегося от непонятно чего, будут сажать. Ну вот я не знаю, что вы скажете, Андрей Борисович? Действительно, Россия при Путине продвинулась в такое состояние? Во-первых, я должен сказать, что это решение Верховного суда, как я понимаю, это было решение Верховного суда. Да, уже окончательно. Да, оно обрушило Верховный суд. Оно обрушило Верховный суд, но показало, что он не суд. Потому что ведь все-таки высшая правда – это истина, да? И суд не сообразовался с истиной, с исторической истиной. Значит, поэтому он, безусловно, не соответствует сам себе, он не релевантен сам себе. Это первое, что я должен сказать. Это страшный приговор Верховному суду, вот, который он вынес сам себе. Во-вторых, если этот приговор не будет отменен, если этот человек не будет освобожден от штрафа и, напротив, понимаете, ему не будут выплачены компенсации за огромный моральный ущерб, то это значит, что мы действительно вступаем в эпоху не авторитаризма, в которую мы давно вступили, а в эпоху тоталитаризма с кратким курсом истории ВКПБ в некой новом изводе единого учебника,
предположим, по российской истории. И тогда, видимо, следующий приговор, наверное, в более жесткой форме будет вынесен непосредственно мне. И я готов отвечать в суде, если мне будут вынесены подобные обвинения. Хорошо, вот я смог побеседовать с Генри Марковичем Резником, он сейчас занят и читает лекцию, вот, как раз о том, что есть решение Верховного суда и каковы здесь наши перспективы. Давайте послушаем. Генри Маркович, почему Верховный суд принял такое решение? Было ли оно политическим, на ваш взгляд, или просто равнодушно бюрократическим? Вы знаете, скорее я склоняюсь ко второму. Дело в том, что вот эта вот целесообразность, которая на место законности подставляется, она имеет место. Ситуация крайне неприятная была для Верховного суда. Надо было залезать вот в эту всю проблему, соответственно, мотивировать, расписывать, собственно говоря, почему неверное осуждение, влезать в разные мнения. Это очень грустно, потому что мне очень обидно за Верховный суд. Я откровенно могу вам сказать, Верховный суд – это, представьте себе, то место, где с наибольшей вероятностью граждане могут рассчитывать на справедливость. Поэтому мне крайне эта ситуация неприятна. Есть ли возможности сейчас добиваться пересмотра решения по делу Владимира Лузгина, обращаться в более высокие инстанции, в Конституционный суд и так далее? Ну, конечно, есть. Ну, во-первых, это не самая высокая инстанция Верховного суда. У нас есть стадия надзора, и мы будем обращаться в президиум. И вообще, я считаю, что это просто бросает тень на репутацию нашей судебной системы. Поэтому сейчас мы получим определение Верховного суда, с которым мы еще не знакомы, мы не знаем, чего они такое там напишут. И, соответственно, будем готовить жалобы. Мне бы, честно говоря, не хотелось, чтобы все это разрешалось. Зачем в Европейском суде? Есть основания меня полагать, что это досадная и, прямо надо сказать, не красящая Верховный суд ошибка была бы исправлена. Скажите, а сам закон требует изучения в Конституционном суде, на ваш взгляд? Этот закон испечен с таким же качеством, как и другие яровые законы. Понятно, что ошибку быстро делали. Кстати сказать, он вносился, законопроект, в 2009 году. И там были довольно увесистые фигуры такие во главе, там даже с Павлом Крашенинниковым. Звучало немножко это иначе, как отрицание преступлений, которые совершены были нацистским режимом. В итоге сильно-сильно улучшили эту норму так, что, конечно, ее просто невозможно применять. По этой причине, я так полагаю, что вообще, мне думается, эта норма, как и другие нормы, которые были в режиме взбесившегося принтера приняты, я полагаю, они обречены, не знаю через какое время, на либо отмену, либо на существенную корректировку. Это был адвокат Генри Резник. Ну, давайте мы дадим Виктору Алкснесу возможность прокомментировать в том смысле, что собираетесь ли вы отстаивать этот закон? Может быть, вы поддержите, есть еще законопроект об уголовной ответственности за оскорбление чувств ветеранов Отечественной войны. Вот ваше мнение как кандидата в депутаты. Вы знаете, я сижу, смотрю, вроде сидят взрослые люди, серьезные, вроде образованные. А я напомню вам, в свое время, по-моему, Дизраэль сказал, что у Британии нет вечных друзей и нет вечных врагов, а есть вечные интересы. И любая страна всегда исповедует эту идеологию. И я напомню вам, что вот осуждаете вы пакт Молотова-Риббентропа и действия Сталина, но вы почему-то не осуждаете действия Литвы, которая сегодня пользуется плодами этого пакта Молотова-Риббентропа и имеет в своем составе Виленский край, который принадлежал Польше. Почему вы не осуждаете Литву, которая, казалось бы, должна сейчас в духе осуждения пакта Молотова-Риббентропа отказаться от Виленского края? Она почему-то благоденствует в этом крае. Вспомним ситуацию с Великобританией. Да, в 1940 году Великобритания готовилась нанести бомбовый удар по Баку в связи с нашей войной с Финляндией. А 22 июня уже Черчилль заявил о том, что он союзник Советского Союза. А уже в мае 1945 года готовилась операция немыслимая, когда начали собирать оружие, чтобы вооружить немецкие части военнопленные и направить их против Советского Союза. А в 1946 году в Фултоне Черчилль объявил холодную войну Советскому Союзу. То есть
во все страны позволяют себе заключать любые пакты, любые коалиции, и только единственный Советский Союз не имеет такого права, потому что он должен быть белым и пушистым и не имеет права вообще защищать свои национальные интересы. Он должен отдавать... Так у вас Советский Союз что, и сейчас существует в виде России? Да, к сожалению, нет. Сегодня существует только обрубок под названием Российская Федерация. Вот Советский Союз — это была Россия, Великая Россия, в традиционном понимании этого слова. И когда Сталин отодвинул границу вот той бывшей РСФСР или Советского Союза на Запад, тем самым в результате, в том числе и этого, мы закончили войну в 1945 году, потому что вот тех вот несколько сотен километров, которых вермахту пришлось пройти до Москвы, как раз и позволил нам остановить его под Москвой. Если бы не было этих сотен километров, присоединенных к Советскому Союзу, то Гитлер прошел это наверняка и пала бы Москва. И поэтому еще повторяю, что сегодня судить действия Сталина и других его сподвижников в тот период, ну, это надо доверить историкам. А вот историки тут и находятся. Хорошо, мы вас поняли, значит, а что касается вот всяких законопроектов, я вижу, вам не хочется комментировать, но это ваше право. Ну вот такая вот, я вижу, есть линия, собственно, на то, чтобы все время говорить, что никакой нравственной и приличной политики быть не может. Не может, Андрей Борисович? Не только, как говорят дети, не только можно, но и должно, да? Не только моно, но и нуно. Вот, обязательно должна быть нравственная составляющая, потому что тот, кто ведет себя безнравственно в личной жизни, знает, что это ударит по нему рано или поздно самому. А если не знает, он дурак. То же самое и с государством. Если государство себя ведет безнравственно, оно должно понимать, что это ударит по нему. И ударяет, между прочим. Что касается Виленского округа, это полная чепуха. Вообще, надо сказать, видимо, двойку по истории надо поставить и кандидату Алснису. Оккупация Виленский округ был передан Литве решением Лиги наций в системе Версальских соглашений. И когда Шаткова Литва, Средняя Литва, Виленский округ были оккупированы поляками, сначала там было создано марионеточное государство, потом было присоединено к Польше, да, то вроде Абхазии. Да, то никто этого в Лиге наций не признал. То есть формально столица Виленский округ всегда оставался в Литве. И формально всегда столицей Литвы был не Каунас, фактическая столица, а Вильнюс. Но Польша действительно оккупировала эту область. Да, генерал Желиховский ее оккупировал. И с тех пор она была на территории Польши де-факто. Когда Советский Союз захватил Восточную Польшу, то он, собственно говоря, реализовал, осуществил договоренности Лиги наций по отношению к Литве. И, естественно, Виленский округ вернулся в Литву. Но в составе Советского Союза. Нет, еще не в составе Советского Союза. Литва еще тогда была независимой. Ну, потом ее прихватили. Да, была независимой, но вскоре после этого, естественно, из-за Финской войны Советский Союз выгнали из Лиги наций. И это было в декабре, да, 20 декабря 1939 года. Ну, а в 1940 году вся Литва вместе с Виленским округом были оккупированы Советским Союзом. Просто у меня такое ощущение, что у нас в России идет все время борьба за умы вот этих двух концепций. Одна, что Россия продолжатель Советского Союза, значит, со всей этой империалистической политикой, ну, под красным флагом, а другая, вроде бы, несколько иная. Россия должна быть европейским государством, и, в общем, конечно, можно и нравственно оценивать определенные события. Вот мы сделали опрос на улице, спросили жителей Москвы, кто нам попался, что они знают об этом самом сотрудничестве Сталина и Гитлера, которое теперь, кажется, подсудное дело об этом говорить. Ну, я думаю, что все делалось для того, чтобы не было войны, поэтому просто это, может быть, был такой компромиссный вариант. Не знаю, что это было, союзник или не союзник, но я думаю, что оттягивалось с начала войны. Нет. Почему считаете, что нет? Ну, потому что достаточно много читал, и историю Второй мировой войны читал, и воспоминания очень многих полководцев читал, дипломатов читал. Я знаю, сколько предпринималось Сталиным для того, чтобы создать антигитлеровскую коалицию еще до начала войны. Поэтому для меня это вопрос однозначно закрыт. Сталин никогда не был и не мог быть союзником Гитлера. Был ли Сталин союзником Гитлера с 1939 по 1941 год?
Союзником были по ряду вопросов. Как событийный факт, это подписание пакта о ненападении и дружеских отношениях. Я считаю, что этого не было. У Сталина были сведения о том, что Германия будет на нас нападать, и к этому, худо ли, бедно ли, готовились. И сотрудничества такого тесного, дружеского никогда не было. Союзникам вполне возможно. Был, конечно, с 39-го. По 41-й нет, но до 38-го года абсолютно у них же были договора. Все, казалось бы, должно было идти в рамках договора. Случилось так, как случилось, потому что Гитлер нарушил свои обязательства, хотя все уже было решено, как это в современном цивилизованном мире делается. Никто не знал. Вернее, наверное, были люди, которые об этом знали. Должны быть факты, должны быть документы, которые подтверждают эти факты. А так это все на уровне ляля бытового. Вопрос тогда Никите Соколову. Собственно, какие все-таки сигналы получают вот эти люди, которых мы видели? Совершенно фантастические представления, непонятно на чем основанные. Газета «Правда». Декабрь 1939 года. Ответ товарища Сталина Иоахима Риббентропа, поздравлявшего Сталина с 60-летием. Цитирую. «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Это он сам говорит. Вас в суд потащат. Это он говорит сам. Каких вам архивных источников надо? Все в газетах. Не в этих газетах, это в газетах 90-х годов. Это в газетах 1939 года. А в современной газете, типа газеты «Культура», где, там кандидат от «Единой России» Ямпольская шурует, там вам расскажут, что Сталин великий человек, все это было правильное решение, и как нам сказал Алкснис, до Москвы не дошли, потому что забрал часть Польши. Совершенно спорное глубоко суждение и, по всей видимости, ошибочное. Я же хотел бы указать вот на что. Значит, мемориальные законы в их российском варианте, который называют, грубо говоря, законами Яровой, отличаются от всех европейских законов тем, что европейские мемориальные законы запрещают власти отрицать собственные преступления, а российские мемориальные законы запрещают гражданам анализировать эти преступления. И мы почему-то говорим о Нюрнбергском части этой статьи, о распространении заведомо ложных сведений о коалиции. Но там же еще две части в этой статье, абсолютно чудовищные. Когда запрещается искусственное создание доказательств. А это что такое? Кто знает? Второй пункт этой статьи. Искусственное создание доказательств обвинения советского режима. Любая научная работа историка — это искусственное создание доказательств. Иначе это никак не называется. Вы ходите в архив, аккумулируете эти сведения и реконструируете события, и тем самым приобретаете доказательства. Никакого другого способа нет. Работа историка должна быть запрещена. И там замечательно, пока еще никак не выстреливший, но уверен, что выстрелит в ближайшее время. Третий пункт этой статьи о том, что запрещается всяческое неуважение к дням воинской славы. А к дням воинской славы у нас в этом списке, который отдельным законом сформулирован, там и Ледовое побоище фигурирует, и Мамаево побоище, и Куликовская битва. Чрезвычайно спорные вещи, про которые честную историю должен сказать, что некоторые из них выдуманы, некоторые интерпретируются неправильно. Теперь любой школьный учитель рискует получить уголовный срок, пересказав статью Данилевского о Ледовом побоище. Может, для этого и сделано. Теперь к этой статье должен быть приложен единый и неделимый какой-то спецучебник, в котором, собственно, и будет вся истина, да, и портрет Сталина будет, и какой-нибудь памятник Сталину, и Сталинград будет, и все. В общем, опять к Андрею Борисовичу вопрос. Какие там сигналы-то дает власть сейчас? Выборы идут, идет политическая борьба, и в это время вся эта сталиняда, она на наших глазах разворачивается. Да, это так, но я думаю, что импульс, который исходит из Кремля, он должен быть погашен нашим профессиональным сообществом и вообще людьми России. Понимаете, ведь почему раздувается эта сталиниада? Потому что нынешний режим хочет быть похожим на сталинский. Он хочет быть тоталитарным режимом. Он хочет быть хорошим тоталитарным режимом, без репрессий, которые не нравятся Иосиф даже Виссарионович коммунистам. тоже хотел быть хорошим диктатором. Понимаете, хотел, чтобы дети любили. По крайней мере, так изображалось в пропаганде. Вы понимаете,
это желание, чтобы люди были только объектами власти, как при Сталине. Чтобы они не определяли власть, а подчинялись власти. Отсюда Сталин, как самая, если угодно, нормативная форма абсолютной вертикали, когда все ему подчиняются. Вот я думаю, что потому вот и выборы проходят, потому-то и политическая жизнь еще продолжается в России, что есть люди, которые с этим не согласны, которые хотят сами управлять своей жизнью, которые не хотят быть детьми, хотят быть взрослыми людьми, которые сами управляют своей жизнью. А если люди хотят сами управлять своей жизнью, естественно, не хотят, чтобы их близких отправляли в ГУЛАГи, чтобы за их спиной заключались международные соглашения, которые приводят потом к роковым войнам, тем более секретные соглашения. Они считают, что они не глупее правителя, и поэтому не хотят его контролировать. Даже этот правитель, товарищ Путин. И вот, собственно, это и есть суть конфликта. То, что произошло в Перми, то, что произошло с этим молодым человеком, это маленькое, но очень яркое проявление того, что идет во всей стране. Борьбе гражданина за то, что он управляет Россией, с властью, которая хочет управлять гражданином и превратить его из гражданина в подданного. Одно олицетворено образом свободы, на которой мы сейчас и беседуем, другое образом Сталина. Вот за это идет борьба. Никита, скажите, на ваш взгляд, вот не видим ли мы попытки основать новую вот эту какую-то гражданскую эту религию, которая тоже выгодна власти? Религия победы, там религия Сталина, и вот, собственно, закон это тогда об оскорблении чувств верующих в Сталина, получается. Да, это, я думаю, будет как бы последний штрих и точка в том процессе, который великий наш социолог и мыслитель Борис Дубин наблюдал уже 15 лет назад, когда на место реальной памяти о войне водружается мертвая идеологема победы, и вместо трагической войны возникает чувство гордости, а вместо идеи «лишь бы не было войны» возникает идея «можем повторить». Вот. Да, история, Конституция запрещает власти иметь государственную идеологию, она в качестве такого костыля идеологии на замену открытой идеологии пользуется специально препарированной под себя историей. Но историки, и в этом как раз задача научных историков, которые строго придерживаются профессионального стандарта, сказать гражданам, что это манипуляция, что это искаженная, выдернутая, препарированная история, и что история сложнее, умнее и гораздо благоприятнее для гражданского общества. Просто, конечно, хотелось бы, чтобы этот закон изучил Конституционный суд, но я очень боюсь нынешнего Конституционного суда. Он как-то штампует власть. Но все-таки может ли как-то профессиональное сообщество, Андрей Борисович, там, пользуясь, может быть, и политическими методами, добиться вот того, о чем говорил Генри Резник, то есть вот эти принтерные законы все-таки ликвидировать так или иначе? Вы знаете, что такое профессиональное сообщество в России? Великий историк Нарышкин возглавляет историческое общество. Ни меня, ни Никиту Павловича в историческое общество никто не звал и не зовет. Поэтому где у нас профессиональное сообщество? Вольное историческое общество. Вот, где у нас профессиональное сообщество? Я думаю, что мы должны просто учить. У меня, кстати, была недавно, по-моему, в июне, как раз посвященная 22 июня, лекция «Рукотворная катастрофа» в «Новой газете». Она есть на сайте, где я объясняю, как действительно эта война начиналась. Ну что ж, тогда действительно выход в том, чтобы учить правде, опираясь на архивные документы, исследования, и не боясь в том числе и вот таких решений Верховного суда. Слава богу, в России нет все-таки прецедентного права, можно бороться в каждом отдельном случае. Я благодарю Виктора Алкснеса, Андрея Зубова, Ирину Фадееву, Никиту Соколова и Генри Резника. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.